Привет! Меня зовут Павел Андреев, а это ТОП-7, обзор самых важных тем и событий, о которых писал наш интернет-журнал. Здесь мы не просто пересказываем новости, но и объясняем, почему на них стоит обратить внимание в бесконечном потоке инфошума. Начнем наш экспериментальный выпуск. В Рио губернатор Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что 7 апреля на Шиисе началась рекультивация полигона. Активисты, которые следят за стройкой больше 1,5 лет, ему не верят. Они утверждают, что за все время там всего лишь убрали небольшой участок забора. Ничего не меняется. Ранее в Рио главы Коми Владимир Уйба тоже высказался против строительства. Оба кандидата в губернаторы не высказывались никак по теме Шииса до этого, и их заявление сейчас – часть предвыборной кампании, чтобы понравиться местному населению. Важно помнить это и лучше поддерживать настоящих экоактивистов. О запрещенных митингах. Из-за режима самоизоляции народ начал придумывать, как можно протестовать, не выходя на улицу. Причем протестуют люди как раз против этого режима. Работы нет, денег нет, поддержки от правительства тоже нет. Но как протестовать, если даже одиночные пикеты полиция считает нарушением самоизоляции? Форматы уже появились самые разные. Например, в Твери художница вывесила на балконе плакат с хэштегом «На что жить?», а жители Кирова, Ярославля и Чебоксар устроили онлайн-митинги в сервисе Яндекс.Навигатор. Там на карте можно отмечать места ДТП, а пользователи вместо этого отметили самих себя. Как будто они стоят на главных площадях, ругая чиновников и требуют ввести режим чрезвычайной ситуации. Яндекс повел себя очень плохо, как будто это не ведущая интернет-компания страны, а отделение Роскомнадзора. Модераторы почистили лозунги за несоответствие теме сервиса. Главный редактор газеты «Псковская губерния» Денис Камалягин рассказал, что неизвестные взломали его личный аккаунт в Телеграме. Аккаунты газеты в соцсетях также пытались взломать. В свое время издание возглавлял оппозиционный политик Лев Шлосберг. Да и многие статьи Камалягина считаются неудобными для местной власти. Например, про недостаточное количество аппаратов ИВЛ в больницах. Но во взломе он винит прежде всего самого себя, что сам плохо обезопасил аккаунт. И это еще раз напоминание всем нам. Важно защищать свои устройства, узнать про двухфакторную авторизацию, программы генерации паролей. Ваши данные сейчас самое ценное, что у вас есть. Во время самоизоляции сериалы стали еще популярнее, чем раньше. Наши журналисты в прошлом году сняли несколько веб-сериалов про молодых людей из регионов России. И сегодня я анонсирую один из них. Молодой музыкант делает первые шаги на пути к возвращению на сцену после долгой и тяжелой болезни. Сериал «Ниблер» про силу творчества, самоиронии и веры в себя. Ну, ты же знаешь, я в ногу со временем. Все сериалы вы можете посмотреть в любой из наших социальных сетей. Сейчас главные герои по всему миру – медики. Больницы в России оказались не готовы к эпидемии нового вируса. Врачам в экстремальных условиях работы не хватает защитных средств. Даже простые медицинские маски были в дефиците. Бизнес, НКО, независимые профсоюзы и благотворительные фонды помогают медикам. Кафешки и столовые кормят медиков бесплатными обедами. А волонтеры и студенты устраивают флешмобы, чтобы поддержать боевой дух. О новом волонтерском движении читайте в нашем обзоре «Врачи не одни». Из-за карантина в мире улучшилась экология. Воздух стал чище, в города вернулись дикие животные. Но мусорная проблема точно никуда не делась. И даже наоборот, она стала острее. Про это регулярно пишет журналист и блогер Елена Жолобова. Она специализируется на экологической теме. Недавно она ездила на свалку в город Александров Владимирской области. Там жители протестуют против ввоза московского мусора. Но этот протест пока так и не стал вторым Шиисом. С другой стороны, на выезд на Владимир, да, там есть кладбище городское. Вот оно растет прямо пропорционально вот этой вот туче. У нас в больницу каждый день обращается 3-4 человека к врачу-онкологу с целью встать на учет. Елена – один из сотен авторов «7 на 7». Вы тоже можете присоединиться к нашему сообществу, где вы получите новую аудиторию, доступ к экспертам, юридическую защиту и возможность принять участие в десятках событий, которые мы сделаем по всей стране. Разумеется, как только снимут карантин. В каждом выпуске мы будем рассказывать про инициативу, которая нуждается в вашей помощи. Это видео мы снимаем в Револьт-центре, крутейшем общественном пространстве Сыктывкара, в котором проходит множество лекций, дискуссий и тренингов для людей со всей России.
За бумажным входом позади спрятана новая выставка про стереотипы американцев о России и русских об американцах. Она была смонтирована за сутки до того, как в Сыктывкаре объявили карантин. Совершенно непонятно, когда центр заработает вновь, поэтому сейчас он несет большие убытки. В револьт-центре есть кофейня, которая сейчас тоже закрыта, и бариста поэтому сидят без работы. Но у вас есть отличный шанс поддержать независимую культуру в маленьком городе. Отправьте пожертвование или купите сертификат на будущий прекрасный кофе, ссылка в описании. Если вам понравилось это видео, поделитесь им с друзьями. Если не понравилось, напишите, что нужно исправить. Кстати, мы не уверены, что топ-7 это хорошее название. Предложите в комментах, как назвать это шоу. И автор лучшей идеи получит в подарок вот эту замечательную стильную оранжевую кружку. И подписывайтесь на 7 на 7 во всех соцсетях. Вокруг нас настоящая Россия.